Это новости спорта на телеканале «Якутия-24», в студии Полина Долинская. Последний тур российской премьер-лиги завершится матчами футбольных клубов «Зенита» и «Локомотива». Программа заключительного в этом году тура чемпионата России по футболу, который станет 19-м в сезоне, стартует в пятницу двумя матчами. Обе игры начнутся одновременно. Столичный «Локомотив» Туле встретится с местным «Арсеналом», а петербургский «Зенит» примет московское «Динамо». «Зенит» подходит к последней игре этого года в российской премьер-лиге, имея серию из 7 матчей без поражений. Двумя последними клубами, сумевшими отобрать очки у подопечных Сергея Симака в национальном первенстве, были московские команды. Это «Локомотив» и ЦСКА. В таблице чемпионата России по футболу «Сената» 2019-20 футбольные клубы расположились следующим образом. Лидирующее положение занимают команда «Зенит». Лидирующее положение занимает команда «Зенит», имея в своем активе 42 балла после 18 игр. За ним следом идут футбольные клубы «Локомотив» и «Краснодар», имея в равном количестве по 34 балла после 18 встреч. Завершает пятерку лидеров «Ростов» после 18 игр, набравший 31 балл. На последней 16-й строчке футболисты клуба «Сочи», в активе которых 14 очков после 17 встреч. Хоккейный клуб «Сочи» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась счетом 2-1. В составе «Сочи» на 12-й минуте шайбу забросил Артем Томилин. Решающий буллит реализовал Андрей Алтыбармакян. У гостей отличился Степан Хрипунов на 60-й минуте игры. После 36 матчей «Сочи» занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка. «Автомобилист» идет пятым на Востоке с 41 баллом после 34 встреч. В следующем матче Сочи 7 декабря примет Нур-Султанский «Барыс». «Автомобилист» в этот же день сыграет дома с рижским «Динамо». Баскетбольный клуб ЦСКА победил литовский «Žalgiris» в овертайме со счетом 82-80 в матче 12-го тура регионального чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи в команде проигравших стал американский атакующий защитник Томас Уолкап, набравший 19 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил австралийский форвард гостей Джок Лэндell. ЦСКА занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 8 побед в 12 матчах. «Žalgiris» идет на предпоследнем, 17-м месте, одержав 3 победы и потерпев 9 поражений. В следующем матче ЦСКА сыграет 12 декабря на выезде с израильским «Макаби» из Тель-Авива. «Žalgiris» днем позднее на домашней площадке встретится с испанской «Валенсией». Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский заняли 2-е место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в финале серии Гран-при. Фигуристка Усачева идет 2-й после короткой программы в финале юниорского Гран-при. По итогам проката короткой программы россияне получили 76,65 балла. Лидируют фигуристы из Китая. Третьими идут россияне Дарья Павлюченко и Денис Хадыкин. На 4-й строчке Анастасия Мишина и Александр Галямов. В финале серии Гран-при в одиночном соревновании среди мужчин лидирует американец Натан Чен. 2-е место у спортсмена Китая, на 3-м идет спортсмен Франции. Россиянин Дмитрий Алиев занимает 4-е место. Александр Самарин замыкает пятерку лидеров. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в рамках своего рабочего визита в Якутск осмотрел ряд спортивных объектов в столице. Это футбольный манеж «Дахсон», спортивный комплекс «Мадун», а также Центр спортивной подготовки «Триумф». Глава федерального министерства остался доволен спортивными объектами в Якутии, отметив, что регион имеет большой потенциал для дальнейшего развития в области физической культуры и спорта. Министр спорта России и глава Якутии подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в области физкультуры. Главная задача этого соглашения – вовлечь в занятия спортом еще большее количество населения Якутии. Если говорить по выполнению всех показателей нашей государственной программы развития физической культуры и спорта, то я хочу отметить положительную динамику по всем основным показателям. Республика их выполняет. Более того, является
участником нашего федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Сейчас мы подписываем уже второй год подряд соглашение о реализации нашего проекта. На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных событий на телеканале «Якутия-24».